Знаете, друзья, есть вечные законы мироздания, которые не нами установлены и которые не нами придуманы, которые мы можем игнорировать или под которые мы можем подстраиваться. Но эти законы, они существуют вне нас. Например, если вы откроете книгу «Бытие», 8 глава, там Бог посещает Ноя после потопа. И когда он смотрит на его жертвоприношение, он говорит потрясающие слова. Я хотел бы зачитать это место Писания. Бытие, 8 глава, 22 стих. Здесь описывается то, что сказано из сердца Божьего, и то, каким образом сегодня вообще планета Земля живет. Это законы, которые Бог положил в основу мироздания. И вот это один из законов. Он говорит, пока существует Земля, пока вообще вот все, что мы видим, оно есть здесь, на этой земле, пока сама Земля есть во Вселенной, не прекратится сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь. И как бы я, например, не говорил, что зима не от Бога, как бы я не говорил, к примеру, что я не хочу, чтобы было холодно, как бы я не говорил, что мне не нравится, что сыпется сверху снег или льется дождь, это не в моей силе и не в моих провозглашениях. Это для тех духоманов, знаете, которые любят говорить, ой, не провозглашай, не провозглашай. Я не могу своим даже самым крутым верующим провозглашением изменить законы мироздания. Есть вещи, на которые мы влияем нашими устами. Есть вещи, которые меняются благодаря тому, что ты говоришь постоянно. Но есть что-то, на что ты никогда не сможешь повлиять. Ты сможешь только покориться этому закону и получить благо от этого закона. Поэтому, понимая закон сеяния и жатвы, мы сегодня сеем в другие церкви. Мы сегодня сеем в других служителей. Мы сегодня сеем в какие-то дела Божии, которые сегодня лично напрямую нас не касаются, зная, что Бог невероятным образом будет воздавать. Мы делаем вещи, которые заложены как принцип мироздания. И сегодня я буду говорить еще об одном законе, который многие люди почему-то, читая Библию, они как будто бы не замечают этот закон мироздания. Это то, что установлено Богом. И это то, от чего сегодня зависит твоя судьба и твой завтрашний день, успех твоего завтрашнего дня или проблемы, которые ты можешь получить в завтрашнем дне. И этот принцип сам Иисус говорит своим последователям. Посмотрите на меня и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Когда Иисус говорит о том, чтобы мы подражали Ему, Он говорит о себе как о слуге. Великий Бог, оставивший все свое величие, пришедший на землю, Он учит своих учеников важным вещам. Один из самых важных законов, которому необходимо научиться, это закон гордости и смирения. Когда мы читаем Библию, вы увидите, что там, где гордость, там всегда посрамление. Библия говорит, что сам Бог, Он становится противником гордых. Там, где сегодня гордость, там всегда позор. Рано или поздно туда приходит посрамление. Туда приходит что-то, о чем люди просто начинают переживать и думать, ну как же так, почему это получилось? Вслед за гордыней приходит позор. Когда приходит гордость, когда сердце человеческое начинает возвышаться, туда всегда приходит падение. Если вы слышите сегодня о падениях каких-то людей, о людях, которые, может быть, занимали какие-то позиции, а сегодня они в посрамлении, знайте, это люди, которые нарушили этот закон, и это люди, которые пошли вопреки этому закону. Или это люди, которые никогда не понимали суть этого закона гордости и смирения. Если вы слышите сегодня о людях, которые, может быть, упали как служители Божии, это люди, которые натворили какие-то вещи, это люди, которые, может быть, совершили какие-то грехи. Грехи – это чаще всего последствия того внутреннего состояния, которое зародилось в их сердце, из-за которого произошло это падение или этот позор. Это то, что называется гордостью. Мне очень нравится, как Дерек Принц говорит, если сегодня архангел, который находился рядом с престолом Божьим, превратился в дьяволом, и его, этого архангела,
дьяволом сделала гордость, то представь себе, во что может превратиться обычный смертный человек, когда гордость начинает наполнять и посещать его сердце. Когда мы говорим о гордости, мы всегда придем в Новом Завете к одному месту Писания. Удивительное место Писания о сердце человеческом. Евангелие от Марка, 7 глава, с 20 стиха. Это то, что говорит Иисус. Он говорит, то, что исходит из человека, это то, что оскверняет его. Потому что изнутри сердца человека исходят, и он перечисляет 13 вещей. Сразу хочу сказать, 3 из них – это то, что связано с сексуальной нечистотой. Это то, чем сегодня живет весь этот мир. Сегодня, к сожалению, даже люди не стесняются, они не прячут свою просто извращенность в этой сфере. И вот Иисус, Он говорит, это то, что оскверняет человека, то, что делает человека противным, скверным, вонючим. Как любое слово можете здесь вставить. И он говорит, это злые мысли, разврат, воровство, убийство, супружеская неверность, жадность, злоба, коварство, распутство, зависть, клевета, надменность. Или в другом переводе гордость, безумие, или здесь написано безрассудство. Все это зло исходит изнутри, и именно оно оскверняет человека. Вот из этого списка как бы многие вещи, да, вот убийство, злоба, ненависть, да, это все плохо. Но когда дело доходит, например, до зависти или до гордости, многие люди говорят, а что тут такого? Мы все так живем. Она белая зависть, это правильная гордость. Надо же иметь внутри себя вот хоть какую-то гордость. Например, он меня обидел, я не буду с ним говорить, я имею гордость. Но люди не понимают, как сам Господь относится к этим вещам. Он говорит, во-первых, что это зло, а во-вторых, это то, что оскверняет человека изнутри. Это то, что делает его скверным, или это то, что делает его противным. И это то, что заставляет самого Бога становиться противником для человека гордого. Знаете, когда мы говорим о гордости, ладно, там за гордостью идет падение, после гордости всегда происходит какой-то позор. Ладно, это все можно пережить, это все можно снести. Но когда ты понимаешь, что гордый человек – это человек, который стоит в оппозиции самому Богу. Когда ты понимаешь эту суть, то это становится чем-то страшным для тебя. Ну, когда ты понимаешь, что Бог есть и что Он всем рулит на этой земле. Когда ты зависим от Бога, ты будешь делать все, чтобы тебе не оказаться противником великого Бога, который управляет всем этим земным шаром. Потому что такого противника или такого врага иметь страшно. Пусть все люди восстанут против тебя. Пусть все люди станут твоими врагами. Это не страшно, если Бог будет за тебя. Но страшно, когда все люди за тебя. Когда все люди тебя знают, уважают, 2 руками с тобой здороваются, в щеки тебя целуют, счастливы тебя видеть на своих собраниях, но Бог при этом является твоим противником. И это проблема. Я увидел, что гордость, она чаще всего проявляется в трех вещах основных. Во всяком случае, это то, что я вижу в данный момент. Может быть, дальше мне Бог что-то новое откроет. Но в данный момент я понимаю, что для нашей церкви это важно узнать. Есть 3 типа или 3 проявления гордости, о которых я хотел бы в ближайшее время поговорить. Вам интересно? Что-то в последнее время у нас какие-то жесткие проповеди. Давай о любви Божьей говорить. Давай будем о любви Божьей говорить. Просто там, где любовь Божья, там, Библия говорит, любовь не гордится, не надмевается, не превозносится. И есть какие-то вещи для того, чтобы культивировать любовь, есть какие-то вещи, которые надо оставить. Ты не можешь посадить редиску у себя в огороде до тех пор, пока ты не вытащишь все камни из этого огорода, не приготовишь, не раскультивируешь почву, пока ты ее не подготовишь для того, чтобы на этой почве выросла редиска. А если там у тебя одна сплошная глина, даже редиска, расти не будет. Так хочется знать больше о любви, так хочется больше пребывать в любви. Но есть вещи, которые, если мы не уберем, мы не позволим этим правильным Божьим плодам вырасти в нашей жизни. Ой, ребята, друзья дорогие, первое проявление гордости
Когда внутри твоего сердца, может быть, ты уже умный, может быть, ты уже слышал какие-то проповеди, и ты уже это сдерживаешь и не говоришь своими устами, но внутри твоего сердца, когда кто-то приходит к тебе, когда кто-то тебе что-то советует, когда кто-то к тебе обращается, и ты говоришь 2 слова. Какие? Я знаю. Я знаю. Кто ты такой? Кто ты такой? Я знаю. Брат, может быть, вот это надо... Я знаю. Что ты мне это говоришь? Но мы же уже знаем, что это гордость. И мы внутри себя продолжаем жить этим девизом. Я разговаривал с одним из своих там родственников, говорю, вот это не делай так, а вот это сделай вот так. И он поворачивается на меня и говорит, я знаю. Знаете, и вот это вот «я знаю» звучит так. Кто ты такой? Что ты лезешь ко мне? Что ты мне указываешь? Что ты мне советуешь? Я сам понимаю, как мне делать. Друзья, это одно из самых крайних проявлений гордости. Когда у тебя есть какое-то знание, и это знание, оно не воплощается в жизнь с любовью к другим людям, если это знание не несет никаких благословений ни тебе, ни окружающим тебя людям, если это знание не приумножает внутри твоего сердца Божию любовь к окружающим людям, то это знание рано или поздно начнет производить внутри тебя надмение или превозношение над другим человеком. Например, я знаю чуть-чуть больше, чем эта девушка. И когда я пообщаюсь с ней, я пойму ее уровень знания, и я начну надмеваться над ней, понимая, что я-то магистр Йода, а ты вообще никто. И звать тебя никак, и знаний у тебя нет, и понимания у тебя нет, и ты внутри как будто бы себя чувствуешь на фоне этого человека немножечко выше. Когда мы читаем 2 послание Коринфянам, 8 глава, апостол Павел начинает это место Писания с идолов. Он говорит, мы все имеем, он говорит, теперь к вопросу о пище, принесенной в жертву идолам. Он говорит, мы знаем, что все из нас обладают знанием. Мы все что-то знаем. Ты что-то знаешь, я что-то знаю. Но есть вещи, которые, они не полезны для нас, и они приводят нас к состоянию, здесь Библия говорит, все из нас обладают знанием, но знание делает людей гордыми. Что нам теперь в школу не ходить, что нам теперь в магистратуре не учиться, что нам теперь не обучаться каким-то библейским знаниям. Друзья, знание — это такая вещь, как интернет. Оно может быть для тебя благословением, либо может послужить для тебя совершенно просто плохую услугу. К примеру, есть люди, которые в интернете, огромная часть тела Христова, к сожалению, через интернет попадает в грехи. Кто-то смотрит порнографию с утра до ночи. Кто-то просто в интернете пропадает с утра до ночи. Его нет ни для родителей, ни для близких, ни для друзей. Этот человек просто зависает, и он интернетозависимый. От этого интернет стал плохим или хорошим? Нет! Интернет хороший, когда ты берешь его и используешь для хороших вещей. Точно так же и знания. Знания, они хороши только до той меры или только до той степени, пока эти знания приносят пользу тебе и окружающим тебя людям. Как только ты на основании своих знаний начинаешь говорить в сердце своем, кто ты такой? Что ты меня учишь? Я и сам знаю. Я и сам понимаю, как мне жить. Я понимаю, куда мне идти. Я понимаю, что мне делать. Не лезь в мою жизнь. Как только это состояние приходит внутрь тебя, это знания, которые надмевают. Это знания, которые надмевают. Уверовал в 93-м, в конце 93-го. Через 2 месяца я попал в библейскую школу. Полгода я учился в библейской школе. Я с утра до вечера набивал мозги Писанием. Я сегодня, к примеру, против того, чтобы люди просто набивали свои мозги бесконечным библейским знанием. Знаете почему? Когда ты отправляешь человека в семинарию, в библейскую школу, в библейский колледж, в библейские курсы, когда он смотрит с утра до ночи бесконечных проповедников, учения и т.д. и т.п., знаете, что происходит? У человека вот такое маленькое сердце и вот такой маленький мозг, когда он только начинает. Но потом, когда по прошествии времени, месяц, 2, 3, 5, 6, он все перечитал, он все переслушал, он уже узнал кучу всего, чего не знает обычный христианский прихожанин, как это называется. Он внутри своего сердца превращается, знаете, этот человек вот с такой головой,
А сердце продолжает быть вот такое маленькое и злое. Злое, оно не любит никого. Оно полно эгоизма. Оно полно вот всего того, о чем там Иисус как раз говорил. Сердце не изменилось, голова вот такая. Когда люди говорят, я хочу поехать в семинарию, я хочу поехать учиться куда-то. Я говорю, зачем? Мне нужны знания. Я говорю, для чего тебе эти знания? Я хочу служить людям. У Бога все по-другому. Начни служить людям. А потом, когда ты будешь сталкиваться с тем, что тебе недостает знаний, ты всегда эти знания сможешь получать. Сегодня миллион источников, из которых ты можешь эти знания получать. Страшно, когда возвращаются эти студенты, и они сидят на первом ряду, и они начинают надмеваться над тем, который что-то делает, над тем, который пыхтит, который жертвует, который вкладывает, который проводит время, молится, постится, а он просто сидит и своими знаниями надмевается. Ой, что-то он говорит не впопад, что-то он говорит неправильно, ударение делает, а вот по гомилетике или по герменевтике он сейчас просто делает грубочайшую ошибку или грубейшую ошибку. Грубочайшая ошибка. Все, зацепился, я не буду его смотреть, я не буду его слушать. Он говорит на непонятном языке, для меня это все непонятно. И я помню, когда я закончил библейскую школу, это было весело. Знаете, сначала ко мне пришло такое состояние. Я стал понимать, что я здесь, а там было собрание уже, наверное, человек 200. Я думал, здесь из всех я самый духовный, ну, кроме вот этого мужика, потому что, ну, он уже реально много лет верующий. И он как бы здесь главный. Я сидел, слушал, и я понимал, что я уже это слышал, я это знаю. Чем мне по 100 раз одно и то же говорить? Вот с такой башкой. А сейчас я могу сказать спасибо тебе, Боже, за то, что меня брали какие-то служители куда-то поехать послужить. Это тогда я думал, я крутой, из-за своей крутизны меня взяли. А меня просто смотрели на меня и думали, ну ладно, возьму его, вдруг пригодится. И я помню, мы приехали, это Кимин, там была небольшая церковь в Кимине, и это была старая пятидесятническая церковь. И брат, который был со мной, он проповедовал там, говорил какие-то вещи, я сидел и думал, блин, что он одно и то же говорит? Дайте мне сказать, я сейчас все скажу, расскажу, как жить надо, все вот так по Библии, по полкам все разложу по красоте. И потом мне выдалась возможность, там мы в конце собрания за одну женщину молились. У нее была поломана кость, и она подошла, говорит, братья, можете помолиться? И мне этот старший брат говорит, Денис, помолись, ты же способен. Ты можешь. И я, знаете, вот это вот, ты это не понимаешь. Это нормальный образ твоего мышления, отношения. Я и начал ее учить, как ей надо жить, что ей надо делать. Я ей сказал все места Писания об исцелении, о том, кто такой Христос, почему Он на кресте висел. И, знаете, вот там все провозглашения, которые она должна делать с утра до ночи. Я ей просто столько наставлений там. Когда ты говоришь в пустоту все это, ты красавчик. Ты сам собой наслаждаешься. Ты такой со стороны смотришь на себя, думаешь, вашпе, кто этот ребенок? Где он столько знаний получил? Откуда он такой красавчик взялся? Знаете, сам с собой любуешься со стороны, сам себе. А человек, как он сидел с поломанной рукой, так он сидит и смотрит на тебя. Такое впечатление, он тебя не понимает. Вы с ним как бы в разных плоскостях. И тут старший брат, я помню, с которым я поехал, он просто взял ее за руку. И он ей задал один простой вопрос. Он говорит, сестра, болит? Просто спросил ее. Но в его сердце и вот в его этом вопросе было столько сострадания, столько желания ей помочь, столько желания для нее сделать что-то, чтобы облегчить ее страдания. Я не видел никогда в жизни до этого такой реакции от одного вопроса. У него вот так брызнули слезы. До этого я там... Вот это все я сделал. И тебя человек, как будто ты на разных языках, как будто бы с ней разговариваешь. И этот человек спрашивает совершенно простые вещи, которые исходят из его сердца, желающего помочь. Он говорит, болит, и она как начала рыдать там. И он помолился совершенно какой-то простой молитвой, совершенно нелепой молитвой, совершенно, ну как мне казалось. Знаете, я вам не могу сказать, она исцелилась в тот же самый момент, или через 5 дней она исцелилась. Я просто уехал оттуда, и когда я ехал, я молчал всю дорогу. Я думал о себе
и думал об этом человеке. Я думал, какая разница между мной и им, между моим спичем и его спичем, между тем, что я говорил, и тем, что сделал этот человек, между тем, что произошло после моих слов и после его слов. И я стал понимать, что со мной что-то не то. Бог интересный, Он имеет чувство юмора, у Него есть определенные ситуации, которые Он создает для нас, чтобы нам самим показать, кто мы есть. Он это делает невероятным иногда образом. В тот же год, когда вот у нас случилась вся эта история, я думал о каких-то вещах. Ну, знаете, вот иногда бывает, когда ты в гордости, вот все понимают, что ты в гордости, кроме тебя. Все понимают, что ты надменный человек, с тобой разговаривать невозможно, чтобы тебе не сказали, я знаю, что ты... Все это понимают, только ты, самодовольное существо, ходишь и думаешь, какой я красавчик. И все думают, Господи, сохрани и спаси от этого человека, лишь бы с ним не пересекаться лишний раз, потому что с ним невозможно найти общего языка. Этот человек на своей волне, этот человек сам себе режиссер, этот человек не способен ничему учиться, этот человек тем более не способен ни от кого что-либо принять. Вот задай себе вопрос, способен ли ты принимать от людей наставления, я уже не говорю, обличение, корректировку. Когда люди приходят к тебе и говорят, брат, ты был вот в этих вещах неправ. А знаете, Бог иногда что делает? Бог, Он начинает нам показывать наше состояние, когда Он нас ставит в какие-то ситуации, чтобы мы увидели, что мы на самом деле не люди вокруг нас, а мы где-то заблудились, и с нами что-то неправильное происходит, потому что у нас внутри сердце надмилось, у нас внутри из-за наших собственных знаний, которыми мы гордимся и которыми мы превозносимся, из-за этих собственных знаний мы надмеваемся, превозносимся над другими людьми. После окончания библейской школы, чуть-чуть послужил в библейской школе, еще годик, потом поехал служить на первую свою сельскую миссию. А в той церкви, где я на тот момент служил, там у каждого служителя был как бы служитель свой. И мне сказали, вот, короче, мужчина, зовут его так-то, так-то, теперь он будет твой наставник и служитель. Я думаю, я не говорил, я вот так думал. Кто это? Что это? Я помню, я приходил, это так называемые пресвитерские служения были, я приходил, садился, и он начинал какие-то вещи там людям говорить. И я думаю, что он несет? Что за бред вообще? И когда он мне начинал говорить какие-то наставления, он мне говорил, Денис, тебе надо вот в служении делать вот это, вон то-то, вот так-то. Я думаю, кто ты такой? Мне непонятен твой бред. Вот мне вообще нравится эта песня. Кто ты такой? Мне вот эти вещи говорить. Ты даже не представляешь, сколько я всего знаю, сколько я проповедников слышал, какое количество у меня информации дома лежит в моих тетрадях, которые я выписал собственноручно. Я законспектировал. Я это знаю. Не лезь ко мне. Ребята, это одно из самых опасных состояний. Знаете, мы внутри начинаем внутри своего сердца кричать эти слова. Поэтому иногда с какими-то людьми общаешься, и ты понимаешь, человек внутри орет. Он вот так делает. Да, он понимает, что ты как бы, нехорошо тебе что-то поперек говорить, но внутри ты чувствуешь стену. Человек говорит, говори. Мне все равно, что ты там говоришь, я все равно сделаю все по-своему, потому что я имею знания, потому что мое знание больше, чем твое, потому что мое знание правильное. В чем беда? Что многие из нас с этим знанием, мы всего лишь какие-то маленькие выскочки. Мы всего лишь маленькие выскочки. Когда мы приходим, к примеру, на собрание, и у нас есть знание, было это в духе или это было не в духе. Такое, знаете, знание, с которым потом человек приходит домой и делится. Что-то там было скучновато, что-то помазания я не ощущал, что-то было как-то не от духа, не от Бога, не от... Это всего лишь твое надменное знание. А огромное количество людей при этом пережило Божье прикосновение. Из-за того, что твое сердце было надменным, и ты пришел не способен слушать, потому что ты уже был наполнен какими-то знаниями. Ты и ничего не получил. Помните? Евангелие от Луки, 1 глава, 57 стих, если я не ошибаюсь. Там написано так, что Бог, Он наполняет благом только тех, которые голодные. Ты можешь получить что-то, когда сердце твое, оно свободно
И даже если у тебя есть миллион знаний разных, ты приходишь как ничего не знающий, ты говоришь: Бог, вот Он я, говори со мной, касайся меня, действуй сегодня, принеси в мою жизнь какое-то слово, какое-то откровение, которое будет меня двигать. Только опустошенный человек или опустошенный сосуд будет чем-то наполнен. И там дальше написано, что надменных Он отпускает ни с чем. Надменные люди, они не получают ничего от Бога не потому, что Бог не действовал, а потому что они были переполнены, они были заполнены, и туда Богу нечего уже было впихнуть. Сами себе голова. Притча 12 глава, 23 стих. «Умный человек скрывает знания, а сердце глупца разглашает глупость». Некоторые люди, если бы они были умные, они бы просто рот закрыли, ничего бы не говорили, они бы выглядели умными. Но иногда, вот это вот Библия здесь говорит, сердце глупца разглашает глупость. Что это значит? Иногда с какими-то людьми встречаешься, и ты понимаешь, что этот человек специалист во всем. Вот просто он специалист во всем. Он пришел подстригаться и начинает говорить: ой, вот здесь надо было вот такую форму сделать, здесь надо было тебе вот немножко профилировать, немножко... И знаете, там еще оперируют каким-то сленгом, да, вот этим барберским. И барбер спрашивает: а вы случайно не стрижете? Нет, я не стригу, я просто все знаю. Приходит он к стоматологу, рот открыл, стоматолог там что-то смотрит, а там, и он начинает: вы мне еще вот эти каналы посмотрите, может быть, там у меня нервы, и я вот чувствую, что сейчас здесь нужно определенный материал применить, отправьте меня сейчас на такую диагностику, на такие анализы. И стоматолог спрашивает: а вы случайно не стоматолог? Нет, мне просто с детства зубы лечат. Я опытный, я в Ютубе, да, насмотрелся. Я наслышался, у меня знания есть. Друзья, это всего лишь не знания, это надмение. Это вещи, которые, знаете, вот специалисты во всем. Вот особенно последние годы ты встречаешь людей, которые специалисты в геополитике. Я просто иногда думаю: Господи, куда нам деться? Какой дар пропадает? Он знает все. Ты слушаешь этих людей, и ты думаешь: Господи, когда человек по-настоящему в чем-то специалист, и он в чем-то, знаете, вот он ищет по-настоящему быть в чем-то профессионалом, чем больше он к этому стремится, тем больше он понимает, что он ничего не знает. Чем больше я служу людям, чем больше я сталкиваюсь с какими-то ситуациями, обстоятельствами. Я в самом начале своего служения знал, думал, я знаю все вообще. Что, у тебя какая проблема? Это потому. У тебя какая? Вот так. Вот. Все те церкви, которые вот так раздают диагнозы на любую проблему, это церкви зазнайки или служители зазнайки. Я таким был. Я имею власть сегодня об этом говорить, потому что я прошел это. И я знаю, как это просто легко. Ты всем диагнозы выставляешь. Ты все знаешь, ты все понимаешь. Но с годами, когда у тебя что-то происходит, и все эти знания, оказывается, мишура. И ты начинаешь понимать: Господи, я вообще ничего не знаю. Чем больше я пытаюсь Бога познавать, чем больше я приближаюсь к Нему, тем больше я понимаю, что я вообще Его не знаю. Как только люди говорят: да я познал Бога, я там всю Библию прочитал, я там то и все. Думаю: Господи. 2 Коринфянам, 8 глава, тебе в помощь, брат. Чем круче уровень твой профессионализм, тем больше у тебя есть потребность чему-то постоянно учиться у других людей. Как только ты думаешь, что тебе уже нечему научиться от других людей, я тебе могу сказать, это надмение. Как только ты думаешь, что ты самый умный, а чаще всего, знаете, кто самые умные? Это люди, которые ничего на самом деле еще не достигли в своей жизни. Они просто имеют знания, которые еще ни во что не конвертировались в их жизни. Это самые умные. Им вообще ничего не докажешь никогда. Он знает, как деньги зарабатывать. Правда, у него долг 500 000, но это другое. Это вообще не про это так, на изи сейчас это решим. Этот человек, например, специалист по семейным отношениям, и ты спрашиваешь: наверное, у тебя есть долгосрочный опыт строительства семьи. Ты, наверное, лет 20-30 живешь с женой, которую осчастливил. Да не. Я так для себя понял, что я попробовал, развелся, я понял, что это вообще не моя тема. Я просто могу обучить людей, как правильно. Боль и страдания сердца. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, 16 стиха. Павел в ожидании своих спутников ходил по Афинам. Кто был в Афинах когда-нибудь? Самое посещаемое туристами место, и там, короче говоря, есть такая аллея, и стоит
памятник. И когда, если вы возьмете гида, этот гид расскажет вам как раз-таки вот эту историю. Они говорят, вот по этой аллее шел апостол Павел, и огромное количество, лавочек там находилось, где сидели философы того времени. Это ребята, которые много чего знали. Это ребята, которые философствовали о жизни, о мироздании, о богах, о духовности и т.д. и т.п. Так вот, Павел в ожидании спутников, здесь повествование, ходил по Афинам, его возмущало огромное количество идолов в этом городе. Он беседовал в синагоге с иудеями и чтущими Бога греками. И каждый день он говорил со случайными встречными на площади. Это вот как бы аллея, про которую я сейчас вам говорил. Да, это дорога к Акрополису. Акрополис. По-гречески. Пусть будет Ареопаг по какому-то другому, да? Чтобы всем было хорошо. И вы правы, и вы правы. Библия говорит дальше так. В беседу с ним вступали и некоторые философы. Ну, конечно, как же вы не вступите? Вы же что-то знаете. Вы же просто не можете не вступать, промолчать, это же не ваше. Иногда, вы знаете, вот общаешься с какими-то людьми, и вот влезет кто-нибудь обязательно и начинает там, ты думаешь, вау, вы специалист в этом? Нет, я слышал. Нет, у меня видосы, у меня там, я подписан на такого, на сякого, на третьего, я насмотренность имею. В беседу с ним вступали насмотренные, умные философы, принадлежавшие к школам эпикурейцев и стоиков. Кто вы? Одни спрашивали, и что этот пустомеля хочет сказать? Чё? Знаете, вот это вот ничего не поменялось. На ютубе сегодня у нас комменты. Чё он там говорит? Павел! Это просто космический гигант веры, пришел в Афины, который знает Бога, который на небесах был. Он говорит о себе, что я видел такие вещи, которые мне Бог запретил говорить, потому что у людей, видимо, с башней что-то случится. И он знал настолько Бога, что сегодня он продолжает говорить с нами через основную часть Нового Завета. И эти люди имели такую наглость называть его пустомеля. Он пустомеля. Другие говорили, он, кажется, возвещает о чужеземных богах. Это потому, что Павел возвещал радостную весть об Иисусе и воскресении. Павла привели на городской совет в Ареопаг и попросили, расскажи нам, что это за новое учение, которое ты проповедуешь. Ты говоришь о чем-то странном, и нам хотелось бы знать, что все это значит. И вот смотрите, наилучшим времяпрепровождением для афинян и живущих там чужеземцев было говорить или слушать что-нибудь. Ничего нет нового под луной. Хорошо, пусть будет под солнцем. И вы правы, и мы правы. Знаете, вот когда я читаю вот эти места Писания, а я думаю, а чем многие сегодняшние верующие, которые лазят там, они серфят в интернете, смотрят бесконечных проповедников. Этого я не буду смотреть, я уже все знаю, о чем он говорит. Я в эту церковь не хожу. Почему? Да там уже все понятно. Я все знаю. Что они там будут говорить, что будут делать. Им надо что-то новенькое всегда. Я хочу расстроить таких людей. Если вдруг ты сегодня гость, и ты пришел на что-то новенькое посмотреть, здесь ничего новенького мы не будем делать и говорить. У нас здесь столько забытое старенькое. Но это старенькое, оно должно прийти в твою жизнь. И должно что-то сделать в твоей жизни. Не просто остаться знанием вот такой огромной голове и добавить немножко места вот к этой голове и сделать ее немножко больше. Мы хотим сделать что-то, чтобы твое сердце из маленького, эгоистичного, которое вокруг себя крутится, оно бы стало превращаться в большое сердце, которое вмещает нужды других людей, проблемы других людей, жизни других людей, вечные души других людей. Вот что мы хотим. Мы не хотим, чтобы ты был самым умным, самым наставленным, самым продвинутым, имеющим ответы на все вопросы духовные человеком. Мы хотим, чтобы сердце твое, в том числе и мое сердце, чтобы мы все вместе менялись и преобразовывались в образ Христа, который говорит о себе: «Я кроток и смирен сердцем, придите ко мне и научитесь у меня». Который пришел на эту землю, он говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, а чтобы послужить многим и свою жизнь за этих людей положить». Совершенно другой посыл, совершенно другое сердце. Это уж точно был тот, который знал все. Но никогда своими знаниями он не надмевался, не кичился, не показывал свое превосходство над этой челюдью, которая тупорылая, которая его окружает. Как часто мы всем нашим видом образованным можем показать, кто ты.
А я хочу сказать вам еще больше. Бог иногда делает не просто с нами такие вот смешные истории, когда Он нас в церкви ставит в какое-то положение, когда люди, как нам кажется, недуховные, начинают нас назидать. Он нас иногда ставит в такое положение, когда люди неверующие начинают говорить такие слова, о которых ты отходишь и думаешь: Боже, это со мной сейчас осел разговаривал. Фактически, потому что я был настолько туп, и настолько сейчас этот человек в точку мне какие-то вещи сказал. Я помню, мы после одной тоже миссионерской поездки возвращались, мы ехали на поезде с одного города в другой. Пока мы ехали, подошла одна женщина, и она попросила у брата, у нашего, телефон, говорит: у меня здесь связь не ловит по какой-то причине, я хочу там кого-то предупредить о том, что я еду. И я как-то пошутил, совершенно, знаете, вот иногда мы неловко шутим, иногда мы говорим какие-то нелепые вещи, какую-то глупость я сморозил. Иногда вместо того, чтобы, когда ты сморозишь эту глупость, сказать: ой, простите меня, я был неправ. В этот момент ты начинаешь упираться, ты начинаешь эту глупость отстаивать и защищать. И я помню, эта женщина так посмотрела на меня, говорит: какой неприятный, надменный молодой человек. И отошла. И я думаю: кто ты такой вообще? Ты даже не знаешь, кто я, а кто ты. Ты даже не представляешь, сколько я чего знаю и чего ты вообще не знаешь. И знаете, вот это вот состояние надмения, оно вдруг в какой-то момент какое-то озарение произошло. Она вышла, ушла, а эти слова остались со мной. Я ехал и размышлял, и потом я понял. Я поставил себя на место ее, посмотрел на этого человека, надменно шутящего, и я увидел себя просто идиотом. Человеком, который просто надменный, гордый, совершенно глупые вещи делающий. Совсем недавно я гуляю с собакой. У меня небольшой питомец есть, с которым я прогуливаюсь периодически, бультерьер. Он, знаете, любит людей просто, видит Бог от всего своего сердца. Но это я знаю. Основная масса людей об этом не знает. И каждый раз, когда я встречаю разных людей, они почему-то боятся так мою собаку, будто бы это какая-то хищная тварь. И я им каждый раз говорю: ой, не надо бояться, это такая милая тварина. Почему-то все вот так ее обходят. И я всегда думал: вот у нас люди странные, всего боятся. И я встречал 2 раза одного мужика, который мне каждый раз говорил: надень намордник на эту собаку, ты же знаешь правила, та-ра-та-та-та-та. И я уходил каждый раз, думал: вот истеричка. Вот ты истеричка. И тут вдруг до меня доходит. Знаете, вот просто до меня доходит в какой-то момент. Я там что-то делаю дома. И я вдруг ставлю себя на место этого человека. И вот я иду, говорю какие-то вещи. Этот человек мне противится. Я говорю правильные вещи. Он не хочет правильным вещам покоряться. И вдруг я узнаю, что этот непокорный, гордый человек оказывается служитель церкви. Оказывается, верующий. И вдруг какие-то люди ему говорят: слушай, а давай пойдем с тобой на собрание к верующим, а давай вот это. Да. И вдруг он начинает понимать: если вот это те люди, к которым я должен пойти, то я никогда не хочу переступать порог церкви. Прикиньте, какое влияние сегодня мы можем оказывать на людей негативное, своим отношением неправильным. Я внутри понял, что это не он истеричка, это я не прав. Я заказал намордник. Как бы мне не было печально, я понял, что это я не прав. Есть определенные правила поведения в обществе. Есть определенные правила поведения с людьми, которые нас окружают. Дома ты можешь хоть что делать? Лежать на полу, ему кровать отдать. Все, что хочешь, это твое право вообще. Но когда ты выходишь на улицу, ты соприкасаешься с другими людьми. Есть определенные правильные вещи, которым нам необходимо следовать. Да кто вы такие? Чего вы ко мне лезете? Да я сам знаю. Плохо ты знаешь. Или ты просто маленькая, немножечко пока что выскочка в данный момент и ничего больше. Послание к Колоссянам. 2 глава. «Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и тщетно превозносятся». О, Господи, сколько я видел таких людей. Духоманы я их называю. Он смотрит на тебя, но он видит ангелов туда-сюда спускающихся. И ты смотришь по глазам, он как будто бы мимо тебя за кем-то наблюдает. И ты спрашиваешь: что происходит? Я чувствую, я их вижу. Они увлекаются своими видениями и тщетно превозносятся. Гордясь? Чем они гордятся? Испорченным умом. Это всего лишь духоманы, друзья. Вот знаете, вот таких людей мы встречаем, они надмеваются над нами, над тобой, надо мной, своими какими-то знаниями, своими какими-то откровениями. Они в такой глубине Божьей, они в глубине каких-то невероятных вещей. Правда, срач вокруг.
Ничего не меняется по-хорошему. Разбитые отношения с людьми окружающими, постоянные нужды, долги, постоянный какой-то бардак и хаос там, здесь, тут. Но зато он в таких знаниях и откровениях. И здесь апостол Павел говорит, это ребята с испорченным умом. Они надмеваются какими-то типа видениями, и они надмеваются какими-то откровениями, какими-то ангелами, которых они на самом деле не видят. И Библия говорит дальше, они потеряли связь с главой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок и растущим благодаря Богу. И последнее место Писания, друзья. Не будь мудрецом в своих глазах. Бойся Господа и избегай зла. И вот здесь интересно, слово, которое означает, или которое стоит здесь в оригинале, оно имеет такое значение, слово «мудрец». Это умелый, искусный и опытный. Я хочу тебе сказать, здесь, если мы перефразируем, написано так, в притчах 3 главе, в 7 стихе. «Не будь мудрецом в своих глазах, не думай, что ты самый опытный, что ты самый умелый, или что ты в чем-то искусный. Будь сегодня человеком, который не на свой опыт, не на свои знания, не на свои какие-то возможности, как тебе кажется, знания полагается, а полагается на Господа Бога своего». Как только человек перестает полагаться на Бога, он говорит, я знаю, как мне сделать. Я знаю, как мне воспитывать детей. Я знаю, как мне деньги зарабатывать. Я знаю, как мне сделать, чтобы у вас стекла появились вместо пустых рам. Я знаю ответы на эти вопросы. Ой, я бы сейчас ответил, я бы сказал вот так. Вот этот человек, который глупец, он всего лишь надмевается, но его знания, они ничего общего на самом деле не имеют со знаниями, которые приходят с небес и от Бога. Со мной много разных ситуаций было, когда я кусался за локти, я очень расстроенный был от того, что я понадеялся на свои знания. И я понадеялся на то, что я что-то знаю, я что-то понимаю. И когда я полагался на свои знания, при этом я не искал знания от Господа, я не искал понимания от Него, я всегда находился в проблемах, в пролете. Если ты сегодня думаешь, что ты уже знаешь, как воспитывать детей, потому что у тебя уже столько-то детей было, и уже они вот там до возраста до определенного доросли, и ты уже хочешь этим знанием со всеми делиться, друзья, это так себе история. Если вы думаете, что вы знаете что-то в той области, в этой области, что вы самый крутой, вы сейчас всех будете обучать, это так себе всегда история. Потому что в какой-то момент может все пойти вообще не по плану, не по вашим знаниям. Вообще. И вот эти вот все пунктики, которые у вас были раз, два, три, четыре, пять, связанные с вашими знаниями, вот все, что будет происходить в реале, оно вообще может все эти пунктики нарушить и пойти не туда. Поэтому я хочу вам сказать сегодня, дорогие друзья, когда мы стоим перед какими-то вопросами, которые нам надо решать, не полагайтесь на свой разум, не думайте так, ой, я знаю, как это сделать, я знаю, как это решить. Просто вот эта вот позиция, это самая лучшая позиция. Когда ты говоришь, Бог, у меня ситуация, я не знаю, куда мне дальше бизнес двигать. Я не знаю, что мне делать, чтобы нарастить клиентскую базу. Я не знаю ничего. Пожалуйста, дай мне идею, дай мне откровение. Я не знаю, как мне служить в церкви. Я не знаю, куда нам идти. Я не знаю, как мне купить землю. Я не знаю, как мне построить здание. Я не знаю. У меня нет ответов на все те духовные вопросы, с которыми я сталкиваюсь. Я просто внутри своего сердца взываю к Духу Святому и говорю, Господь, у Тебя есть понимание этих вещей. Дай мне откровение. Знаете, как мы побеждаем гордость? Вот. Когда я говорю, Господь, я вообще на Твоем фоне я червь, ничего не знающий. Апостол Павел говорит, я пришел к ним, как ничего не знающий, кроме Голгофского креста. Он был очень опытный служитель. Но он говорит, я решил для себя, что я буду ничего не знающим для того, чтобы просто этим людям принести Христа. Если ты хочешь, чтобы Христос через тебя действовал, чтобы в твоей жизни Христос действовал, вот единственное состояние сердца, единственная позиция, которую ты можешь занять. Тебя могут окружать разные люди, но как только ты думаешь, что ты круче других, у тебя какие-то знания, ты где-то учился, ты Оксфорд закончил, ты там магистр Йода в своих собственных глазах. Знаешь, если ты это не оставишь как какой-то ссор и не поставишь Христа на первое место, это может сыграть с тобой очень злую, недобрую шутку. Я хочу предложить вам встать вот в такую позицию. Просто Бог. Я никто без тебя. Все мои знания — это всего лишь пустые человеческие измышления. Но у тебя есть знания. И тот, кто любит тебя, он получает знания от тебя.